nășonte, cuștuite munigăn șilami pomte, că vlasnita esi pălipi, Iisus roța la șalem învit. Iubit vierme pe mânțe, Krista șete, Krista șețexe, vezi e spomte, razite învi, potam și se tave snani. Îți e neșiși, e si hüge de aici, loc mic et mușa se iugă de nici, vâdân codaci la slosra, stave srani te iarăși vârta. Iubit vierme pe mânțe, Krista șete, Krista șețexe, îți e spomte, razite învi, potam și se tave snani. Krista șețexe, îți e spomte, razite învi, potam și se tave snani. Iisus le radite mia nășonte, cuștuite munigăn șilami pomte, că vlasnita esi pălipi, Iisus roța la șalem învit. Iubit vierme pe mânțe, Krista șete, Krista șețexe, îți e spomte, razite învi, potam și se tave snani. Îți e neșiși, e si
що це все ось є спомте, радійте, владико, там чищає та веснані. Ісус лен радійте мій, я не шомте, куштуйте му, не генчила мі помте, ки власний та єси поліпі, Ісус Отця наша лемербі. Ювид вірми пимице, Христа щете, Христе щеце ксе, без є спомте, радійте, владико, там чищає та веснані. З є не шіш, єси виджи дичі, лок мі кедму, шарсе юги денічми, виден кода діла слова сра, стави сряні, ти єдеш вивка. Ювид вірми пимице, Христа щете, Христе щеце ксе, без є спомте, радійте, владико, там чищає та веснані. Ювид вірми Орним ним юги диває дестача, повтемлом факел я скипеден очам, є на жемі, є піштрак лаві, помі муку жава шлавами. Ювид вірми пимице, Христа щете, Христе щеце ксе, без є спомте, радійте, владико, там чищає та веснані. Ювид вірми без є спомте, радійте, владико, там чищає. Возраст, на местонахождение. Господь да благословит. И сегодня мы начнем наше служение чтения 66-го псалма. Николай Александрович, пожалуйста, 66-й псалом. Читай нам. Lönjolem dona voiter, komi voiter, rochias. Lönjolem najas kodias olane tane, kodias loktusen tatche, kodias ezlokne. Lönjolem mian komi muli. И лынь олемес мианле ми вермам только бочны, миан Господь Иисус Христос чань, и митаен выдитчам, митаен пызычам, митаен ним кодящами радлам мы сия миан лишете, пожан лун, нимедны и ошкины, и юрбитны силы, и корны воджи было бурщами благословения. Енмей бурщи благословит талн я лунца, медем же ми, Puhtem sie muite kusjan puhtene una vompur и чошкадан пельнимес muite kusjan vistavlense. Давай там талон квайте мене квайте псаломше. Чулищяслен вечкедлишли ворсене струна ворсанторien псалом. Чулан кыв. Yenmey. Lobur şölema miyan dine da burşi miyanes. Yugdad miyanes aslat çujum bannad. Medem muvlen olişyas tüdmalısne tenşid tuite. Medem voitriyas tüdmalısne tenşid mezdemte. Yenmey. Staviozes medoşkasne tene. Bütkıla voiter med nime da stene. Yozes kutasne dole da gajetçine. Da gora nim kodячны. Te veşkida müjdan voiter yases. Te veşkidan muvsa çujan kotur yasen. Yenmey. Staviozis medoşkasne tene. Bütkıla voiter med nime da stene. Muz şetis miyanlı ozır büttas. Yenmey. Miyan yennim. Burşi miyanes. Yenmey burşi miyanes. Met polasınteş muvsastav oluşyas. Amin.
Вот такая вот песнь. Не только стих, а песнь написана. Вот ее поют, да? И вот здесь Давид говорит: Бог, будь милостив к нам, Боже, и благослови нас. Человек, который просит милости к Богу, явно осознает, что не все в порядке. Есть косячки. Где-то что-то не то. Поэтому взывает к милости. Боже, будь милостив к нам. Вот мы постоянно в такой молитве: Господь, будь милостив к нам. Не по справедливости суди нас, а по милости своей. И благослови нас. Чтобы благословлять, должна быть прежде явлена милость. Озари нас лицом своим. Здесь пауза. Паузу, видимо, играет инструмент струнный. И люди думают об этом. Чтобы земля познала твои пути, и все народы твое спасение. Боже, пусть прославят тебя все народы. Пусть прославят тебя все народы. Несколько раз Давид пишет об этом. Пусть прославят тебя все народы. Это на минуточку еврей просит у Бога, чтобы все народы знали того же Бога, что и они. И не просто знали, не просто боялись, пускай они прославляют. Но, скажите, эта молитва как бы достигнет ушей Господних? Да? То есть это вот эта просьба, это моление тысячелетий назад, которая когда-то была произнесена Давидом, сейчас исполняется. Все народы, это цель такая, придут к тому, чтобы прославлять Бога. Слава Богу, финно-угорские народы, коми народ может прославлять Бога. Пусть племена ликуют, то есть малые группы, поют от радости, ликуют. То есть это всегда слово ликуют, это вот радуются, пляшут, танцуют, поют от радости, потому что ты судишь народы по справедливости и управляешь племенами земли. Боже, пусть прославят Тебя народы, пусть прославят Тебя все народы. Земля приносит свой урожай. Пусть наш Бог благословит нас. Пусть Бог нас благословит, чтобы боялись Его все концы земли. Аминь. То есть песня, и главная мысль: Боже мой, пускай Тебя знают все народы. И вот наша молитва сегодня тоже об этом же. Господь, Бог мой, благослови нашу землю. Пускай все народы на всех языках, независимо, во что они сейчас веруют, независимо от того, что они сейчас переживают, в каком они состоянии. Господь, благослови все народы, пускай они прославят Тебя. Где бы они сейчас не были, в каком уголке земли, все народы, Господь, благослови. Благословим нашу землю, благословим народы, которые населяют. Даже вот среди нас есть люди разных национальностей. Представляете, насколько много национальностей, которые населяют землю. И мы точно знаем, это молитва по сердцу Бога, и мы точно знаем, однажды перед Богом станут и преклонят колени представителей всех народов. Господь не забыл ни один народ. И это нас, особенно малочисленные народы, должно вдохновлять. Благословим наших студентов в нашей финно-угорской северной школе, которая сейчас под Питером. И там собраны и ханты, и манси нету, удмурты, коми. То есть это вот представители малочисленных народов, и Господь да благословит их всех там. Отец наш Небесный, да прославится Твое имя на всей земле и среди всех народов.
на всех возможных языках, Господь. Пускай, Боже мой, на всех языках здесь, на земле, поднимается Тебе благодарность за все Твои чудесные дела. Пускай, Боже мой, представители разных народов смогут сказать: Бог сущий, наш Бог. Иисус из Назарета, наш Спаситель. Дух Святой послан к нам. Пускай в каждом народе будет церковь, которая служит Тебе, которая несет Твое Слово, проповедует, Господь, Тебя во имя Иисуса Христа. Молю Тебя об этом. Спасибо Тебе, Господь, Бог мой, что здесь, на такой земле, есть церковь, которая служит Тебе. Церковь во всех городах, поселках. Молю о том, чтобы, Господь, Твоя церковь была в каждом населенном пункте. Пускай в каждом населенном пункте, Господь, будут люди, которые знают Тебя, поклоняются Тебе, славят Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа. Благослови, Боже мой. Спасибо Тебе, что и сегодня, воскресный день, Твои дети собраны вместе, чтобы славить Тебя. Кто-то вместе в храме, кто-то смотрит трансляции. Пускай Господь и то, и другое приносит благо каждому сидящему, смотрящему, слушающему, проповедующему, Господь, Твое Слово. Спасибо Тебе, Господь, за этот день. Дух Святой, просим Тебя, касайся сегодня каждого. Совершенно каждого, кто находится здесь, в храме Твоем. Касайся духа, души и тела, Господь, во имя Иисуса. Пускай каждый переживет Твое присутствие, Твое прикосновение, Твое общение с Ним. Мы об этом молим, Господь, поэтому мы приходим в храм Твой, переживать Твое общение с нами. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Пускай это происходит уже во время прославления на инструментах. Пускай, Господь, это происходит во время чтения Твоего Слова. Пускай это происходит во время молитвы. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за этот чудесный день, когда мы можем быть здесь вместе и переживать Тебя, Бог наш. Тебе да будет слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аллилуйя! Господь да благословит прославителей вас. С Богом! С Богом. Слава Богу, дорогая церковь, мир Божий. Хочу сказать вам, что прославление, поклонение – это не музыка, это не голос, не пение, это состояние сердца. Так что, если ты не умеешь петь, все равно настрой свое сердце на поклонение, поклоняйся Господу. Бог видит сердца наши и смотрит на наши сердца. Господь с нами. Будем входить в Его присутствие и воздавать Ему всю славу и хвалу. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Воздайте хвалу Богу нашему, любовь Его вовеки, ибо Он благ, Он превыше всех, любовь Его вовеки. Господь, хвалу, Господь,
вовеки Бог наш с нами, вовеки, вовеки, вовеки Бог наш верен, вовеки Бог силен, вовеки Бог наш с нами, вовеки, вовеки, еще раз, вовеки Бог наш верен, вовеки Бог силен, вовеки Бог наш с нами, вовеки, вовеки, вовеки. Скажем еще раз, вовеки, 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 вовеки. Аллилуйя, Господь, аллилуйя. Чолом ставнадлы. Үджі дошкам, мяна смыжды ширадейді шенлы. Аминь. Лыдям талон Иоанныш витад юршань, витад юрыш күжнёлет комынач юрвизеч. Ога термашан лыдям. Вешкада вештала тиянлы. Коды кызы меншим кыясыз, да эскі мена мыда дышлы. Сылын помтым олам. Се соскутны мыждыны, но куламшыз се вуджыснен оламас. Вешкада вештала тиянлы, уаскад да воиснен, кор куламаяс кыласна ен пилыш гылысшысы. Секи се кыпыдас, ловжыдас. Батис шеті олым бұдынлы. Пислы се чырт шеті вын, шетні олым бұдынлы. Батис шетіс пислынен мыждыны, кыл мыждыны, отсе мортпи. Эна позже, моего аскад, коргуын куламаяс, кыласны мортпилышшысы, гылышшысы, даная ложасны. Бурва чешяс кутасновны, а лёпа чешясас ло мыждыма. Менина могва часшань. Ме мыжда сы шерти, мый кыла батшань. Та высна, мена мыждымай вешкыд. Ме выча ас кысем шерти, окас кысем шерти, а мена мыдадыш батлан кысем шерти. Аминь. Красота сокровищ всех не сравнится с красотой Твоей. Чудесный Бог, Господь над всей землей, Спаситель и Царь, славный Бог. Славы милости ярче утренней звезды, восхищаюсь я тобой, как прекрасен ты. Красота сокровищ всех сравнится с красотой Твоей. Чудесный Бог, Господь над всей землей, Спаситель и Царь, славный Бог. Иисус, Царь царей, Ты прекрасней всех
славы милости. Ярче утренней звезды восхищаюсь я тобой, как прекрасен ты. Иисус, царь царей, ты прекрасней всех на свете, полон славы милости. Ярче утренней звезды восхищаюсь я тобой, как прекрасен ты. Восхищаюсь я тобой, как прекрасен ты. Еще раз скажем, восхищаюсь я тобой, как прекрасен ты. Слава тебе, Господь. Аллилуйя. Всем доброе утро. Прочитаем 1 Фессалоникийцам с 13 стиха. «Братья, мы не хотим оставить вас в незнании относительно усопших, чтобы вы не скорбели о них, как скорбят другие, у которых нет надежды. Мы верим, что Иисус умер и что Он воскрес, и поэтому верим, что вместе с Иисусом Бог приведет и усопших с верой в Него. Мы теперь говорим вам со слов Господа, что мы, которые будем еще в живых, к тому времени, когда придет Господь, нисколько не опередим усопших, потому что Господь сам придет с небес, о чем возвестят громкий клич, голос архангела и труба Божья. И умершие с верой во Христа воскреснут первыми, потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с Ним подняты на облаках, чтобы встретить Господа в воздухе, и уже всегда с той поры будем с Ним. Аминь. Дорогой Небесный Отец, милостивый Господь, Иисус, благодарим Тебя за то, что Ты всегда с нами, Господь, за то, что Ты, наш дорогой Иисус, умер на кресте за нас, за то, что Ты отдал свою жизнь, за то, что мы были всегда с Тобою, были вечно с Тобою, там, у Тебя, Господь, на небе. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Духа Святого, который ведет нас, говорит нам, Господь. Слава Тебе за все, Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Аминь. Ісус віошка тене, ставлячи світ стелички, педаошкем тени, крест велику левиш, тепер щакес япони, те мене нуера,
Доброе утро. Прочитаем 2 Коринфянам, 3 главу с 12 стиха. «Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением, а не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец приходящего. Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, то это покрывало снимается. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Аминь». Дорогие братья и сестры, время для пожертвований. Хотелось бы пару мыслей высказать. У меня уже какая-то привычка пришла. Данил меня не просил об этом говорить, но у меня почему-то как-то само идет на сердце. Думаю, когда-нибудь кто-то скажет, хватит уже. Знаете, вот мысль такая пришла. Вот когда пришел Дух Святой, день Пятидесятницы, Дух Святой сошел, стали собираться верующие все вместе, да? Были как одно тело, одно сердце, написано, один человек. Никто не говорил им: иди продай имение свое. Просто Дух любви так сильно обнимал их, объял их, что они сами ходили, продавали, разделяли всем нуждающимся. Не было нуждающихся, написано. Ну как так? Нигде не написано: иди и продай имение свое. Нигде не написано. А они делали это. Когда мы принесем жертву, нам не надо говорить. Это не традиция, это не членский взнос, понимаете? Это не какое-то тяжкое бремя должно быть для нас. Это должно быть так естественно, что Дух Святой, Дух любви, Он вам скажет. Или кому-то конкретно иди что-то сделай. Поэтому Господь да благословит каждого дающего. Иисус всегда отмечал дающих. Поэтому блажение давать. Будьте счастливы, так скажем. Слава Ему. Мой Отец, я поклонюсь Тебе перед троном святым, вознесу Тебе всю славу и хвалу. Иисус, Ты дорог для меня, нет других ценней Тебя. Ты один достоин, Ты достоин принять славу. Поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, поклонюсь Тебе, о мой Господь.
енным миям, нимедам и ошкам тене и таенчуч. Мы вермам, Господи енмей, тене нимедни и ошкины, мы кусям ошкины тене, да вычнтен сид уджид уджясте таджиноген. Уна ноген, и шем пуктам, став шелем сянь лышкда, и уджалам, и ветлены коле, и велетчины, Господи енмей, та виле буттар виле коле шем, и вичка коле ремонтируйтне, и юзмедлоктасне, пузан вилен медем виле, мой пуктни, шойни юны медем нимедни ошкины. Господи енмей, та виле, дай мне служение, ми тачи, Господи енмей, вычам. Бурши благословит Читанакияс, Бурши благословит Тайшемсе, Вичный колана ноген. Аллилуйя. Тене нимедам и ошкам, куим повстатик енмес, батясе пиесе, югут вижалолес. Аминь. Ну а сейчас, как всегда, наши маленькие братья и сестры хотят прославить Бога, воспеть Ему. Пожалуйста, на сцену. Каждый день улетают самолеты, каждый час уезжают поезда. Ту-ту! Ну а я останусь с Иисусом навсегда, навсегда, навсегда. Каждый день улетают самолеты, каждый час уезжают поезда. Ту-ту! Ну а я останусь с Иисусом навсегда, навсегда, навсегда. В жизни много суеты, от нее устанешь ты. Только Бог дает покой своей сильной рукой. В жизни много суеты, от нее устанешь ты. Только Бог дает покой своей сильной рукой. Каждый день улетают самолеты, каждый час уезжают поезда. Ту-ту! Ну а я останусь с Иисусом навсегда, навсегда, навсегда. Каждый день улетают самолеты, каждый час уезжают поезда. Ту-ту! Ну а я останусь с Иисусом навсегда, навсегда, навсегда. Каждый день улетают самолеты, каждый час уезжают поезда. Ту-ту! Ну а я останусь с Иисусом навсегда, навсегда, навсегда. Каждый день улетают самолеты, каждый час уезжают поезда. Ту-ту! Ну а я останусь с Иисусом навсегда, навсегда, навсегда. Навсегда. Слава Богу, пускай поезда ту-ту и самолеты улетают, а мы здесь сегодня, правда же? Слава Богу. Слава Богу, слава Богу. Так, Миша, у тебя было что-то? Мощное стихотворение. Пожалуйста. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим ради имени Своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил трапезу предо мною, виду врагов моих, умастил елеем голову мою, так благость и милый... Чаша моя преисполнена, так благость и милость будут сопровождать меня во все дни жизни, и пребуду я в доме Господнем многие дни. Аминь. А ты не скажешь, какой это псалом? 22-й псалом. Молодец, Миша. Веня, пожалуйста. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил. 1 Петра 4:10. Слава Богу.
Марк, пожалуйста. Не о себе только заботиться и о других. Ну, хорошо. Вторая глава, 2 Коринфянам, 4 стих. Ты потянул время специально, да? Чтобы подольше постоять здесь. Еще кто? Все? Матфей еще ничего? Нет? Рады вас видеть здесь, кстати. Слава Богу. По-моему, первый раз я вижу Матфея. Кого-то он увидел там. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что мы можем предстоять перед Тобой сейчас и с благодарностью говорить спасибо Тебе за детей наших. Спасибо Тебе, Господь, что Ты даровал их нам. Спасибо Тебе за охрану, которую Ты всегда оказываешь нашим детям, где бы они ни были. Спасибо Тебе, Господь, за знания, умения, мудрость, способности, которые у них есть, Господь, достатки. И самое главное, спасибо Тебе, что наши дети знают, что Ты есть Бог, к которому всегда можно обратиться. И Ты есть Спаситель, который берет все грехи, самых маленьких. И как Давид говорит, я в грехе рожден. И спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты помазываешь, сохраняешь, помогаешь, Господь, на всякое время и на всяком месте. Благослови сегодня, Господь, наших детей пребывать в храме Твоем, в воскресной школе, Господь. Благослови учителей во имя Иисуса Христа. Аминь и аллилуйя. Господь да благословит всех вас с Богом. Если молитвенные есть записки, принесите. Спасибо, прославители. Слава Богу. Есть, нет, сегодня у нас именинники? Да, пожалуйста. На этой неделе день рождения был 1 ноября у Ивана и Анастасии Королевых, также 1 ноября у Василия Алексеевича Попова и 4 ноября у Ивана Васильевича Попова. Так, Василий Алексеевич, Иван Иван Васильевич и Да, Иван Валентинович. Иван Валентинович. Да. О, какая гвардия-то. Ну давай, Иван Валентинович, выходи. Николай, замени его. Ждем Ивана Валентиновича еще. Никак не оставить свой пост. На 2 Ивана и Василий. Редко такое бывает. Слава Богу. Ну, давайте вы сами уже как-то вытащите себе по сердцу вашему. Что там? Зачитай. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, потому что буква убивает, а дух животворит. 2 Коринфянам 3:6. Ну, я думаю, нормальное слово, правда же? Хорошо, спасибо. Давай дальше. Ну, коды аджа слыдяс. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Плач Еремеи 3:24. Ну, нормал? Да, да. Да, хорошо. Ого. Ага. Язычков-то не очень. Да будет милость Божия с тобою. Бытие 43:29. Ну, достаточно? Конечно. То, что надо. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте благословим от всего сердца наших братьев во имя Иисуса Христа.
Господь, спасибо Тебе за Ивана, брата моего, служителя Твоего, Господь. Спасибо Тебе за все милости, все благости, которые Ты посылаешь в его жизнь, Господь. Ты благословляешь его самого, его супругу, его детей, Господь. И пускай он увидит еще множество своих внуков и внуков, и многих еще, Господь. Пускай его род только расширяется во имя Иисуса Христа. Молим Тебя и благословляем. Тебе да будет слава. Спасибо Тебе, Господь. Идждате ен майтенет Василий Алексеевич Вокыш. Идждате мы те тыжды шансы весна. Те буршинсиес. Зевчуш гытерен, буршинсиес, авиа челяден, сиаджиас аджашис, челядислыш челядце, и воджена челядце, Господь. Мя телатена мы те кылан сылыш кемышемес, ваедан сылыш ставрыце аздинат. И Ты выча наши ченджеда научта сыпыр, Господи. Бурши сиес, и воджа кыджны тенчит буркывте. Иисус Христос с ним куджа. Аминь. Ян мы джедати ты не диван, вокыш, и джедати мы те тыждыщан сывесна. Те век сие скута на сладкият. И мы бы се спрогидит Господь, те век сыкат, и бурши сылыч джон виджалунце, виряйся, бурши сылыч ловся, Господь. Меція аджя, каджити над буралемет, кіще силен оламас, сивила Господь, і інма сидже став силен матисесли, челядісли. Ісус Христос с ним кужа. Аминь. Ен мед бурши астияне ставнете, кужнем да буршут. Всех благ вам, с Богом. Так, просят снившеры. 8 октября Константина Габова забирают в армию. 8 октября, это какая-то ноября, наверное, на срочную службу. Господь да хранит его на всех путях, Габовы. Честно говоря, не знаю, кто такой. Ага. Ну, помолимся. Отец наш Небесный, молимся Тебе за Константина во имя Иисуса Христа. Боже мой, Ты знаешь его от начала и до конца. Все открыто перед Тобой. Сейчас у него начинается новый опыт жизни, армейский опыт, Господь. И благослови его, где бы он ни был, Боже мой. Пускай эта армия не будет ему во вред, но сотвори великое чудо для него, чтобы во время этой службы он познал Тебя, Господь, узнал о Тебе, познал Тебя, Твою благость, Боже мой, во всех тех обстоятельствах, которые будут встречаться в его жизни. Пускай, Боже мой, он не ожесточится, не станет далеким от Тебя, а наоборот, Господь, все это привлечет его к Тебе во имя Иисуса. Благослови его близких, родственников, которые также, наверное, переживают. Но, Господь, дай им разумение, что они могут молиться за своего сына, за своего брата, за своего родственника. И по их молитвам Ты, Господь, будешь и благословлять его во имя Иисуса Христа мы молим. Тебе да будет слава за все, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь и аллилуйя. Садитесь, пожалуйста. Еще одно объявление. В следующее воскресенье будет служить нам пастор Андрей из села Дон Усть-Коломского района. Поэтому будет, я думаю, важно, интересно нам. Господь да благословит и его, и Господь благословит всех нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Есть нет у кого-то какое-то слово, свидетельство, кто где был, чего видел? Наташа, пожалуйста. Всем доброе утро. Так. Знаете, вот мы не знаем, как Бог работает, да? Вот. И вы знаете, что я кормлю бездомных и отправляю их в реабилитационные центра. И недавно вышел с реабилитационного центра мужчина, которого я отправила.
и звонит мне и говорит: Наталья, я вышел, я хочу ходить в церковь, я хочу посвятить себя Богу. И знаете, вот такое вот присутствие Божие, вот мир Божий такой, да, и он ко мне звонит целую неделю уж. И что он делает, и какие Бог чудеса делает в его жизни. И вот мне говорят: ну что ты их кормишь, ну зачем тебе это надо? Вы знаете, вот когда вы сеете семя, да, вы не знаете же, как оно растет. Вот картошка, да, сеете одно, а вырастает много. И я тоже не знаю, как делает это Господь, да. Мы сеем Слово Божье, и Бог, Он взращивает человека. И вот за эту неделю к нему пришли дети, помогают дети, он устроился на работу, вот сегодня он хотел в церковь приехать, но он в ночь работал. И ему делают инвалидность. И знаете, вот для меня такая радость, да, что он нашел вот Христа, и Господь ему помогает. Конечно, он будет ходить в церковь. Вчера я ездила в лесозавод кормить, и меня уже там с чемоданами ждут, двое. Мы поедем в реабилитационный центр. Слава Богу. Мы, говорит, тебя уже с 6 утра ждем. Я говорю: а что вы меня с 6 утра ждете? Мы хотим поехать в реабилитационный центр. И я не отвожу там, знаете, вот там мой центр там, или еще что-то. Я привожу поближе, в баптистский храм. Вот у меня там Маша служит. И я привезла, один остался, но другой подумал, ну там такой, у них этот жесткий, там, вот они с ними разговаривают, вот это надо, это. Я говорю: ну, ребят, сперва с любовью, а потом уже будете там это, да. Потому что они испугались, один вообще испугался, говорит: ой, я пойду, а другой: нет, я пойду, пусть будет, как будет, плачет уже. А потому что он жил под балконом, на улице, под балконом расстелил себе одежду и жил. Вот он ходил вот весь вот такой вот. Ну, конечно, куда ему деваться? Вот он остался там, и слава Богу, Маша говорит, что я его буду навещать, буду к нему приходить, и слава Богу. Вот то, что Бог работает, и за сколько вот я кормлю, я отправила 12 человек в реабилитационный центр. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Да, мы сеем, а Бог работает. Молитесь, пожалуйста, за это служение. Пусть расширяются, чтобы да. это Давай, сама помолись. молитесь. Писание говорит так: апостол Иоанн, у которого, скорее всего, не было своих детей, говорит: для меня нет большей радости, чем видеть, что дети мои ходят в истине. Аминь, да. То есть, вот, говорит, нет большей радости. Даже не радуется о своем спасении. Мы говорим: вот я спасен, слава аллилуйя. Он говорит: а для меня нет большей радости видеть, что люди, которым я послужил, они ходят в истине. Самая великая радость. Пускай эта радость всегда сопровождает тебя. Спасибо огромное. Я еще благодарю, кто жертвует. Очень много подходит, дают на чай, там, на конфеты. Вот. Спасибо вам огромное. Аллилуйя. Господь да благословит. Помолишься? Ну, давайте. Да. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты нам даешь. Драгоценный Отец, Господь, благослови, Аллилуйя, Господь, чтобы мы горели для Слава Тебя, Тебе, дорогой Иисус. Иисус, Господь. Что мы с этой земли ничего не возьмем, Господь. Но Ты сказал: иди, проповедуй Евангелие, Господи, спасай, Господь, каждую душу, которая сейчас, она может в какой-то ситуации, мы не знаем, Господь. Но Ты, Господь, веди нас, Господь. Дай нам силы, Господь, дай нам, Господи, пожалуйста, здоровье, Господь, чтобы мы, Господь, говорили о Тебе, дорогой Иисус, Господи. Благослови каждого, чтобы горели, Господи, чтобы шли, Господь, шли и говорили истину, Господь, и чтобы истина освободила каждого, кто заблудился, дорогой Отец, Господь, и благослови людей, Господь, этих братьев, этих женщин, этих мужчин, которые сейчас в реабилитационном центре, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы они познали Тебя, Господь, чтобы они увидели Твой свет, Господи. Открываем духовные уши и духовные глаза, драгоценный Отец, Господь. Я молю Тебя и прошу, Господи, приводи, Господь, наполняй свою церковь, Господь, наполняй свою невесту в это непростое время, Господь, во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за все и славим Твое святое имя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь, аминь, Господь. Благослови Наталью, сестру, в этом служении. И, Господь, пускай еще будут у нее помощники. Пускай, Господь, те люди, которые нуждаются сегодня в крови, в еде, Господь, они получат эту помощь во имя Иисуса Христа. И пускай никто из них не умрет, не примирившись с Тобой.
Молим об этом, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Господь, да благословит Наталью, сестру, и всех, кто служит вместе с ней. Садитесь, пожалуйста. Или еще у кого-то что-то есть? Павел, пожалуйста. Аллилуйя. Слава Богу, Бог дал возможность быть вот с Лерой. Мы ездили на конференцию в Ухту. Мне Мария с Воркуты предложила, и я такая думаю, ну я только приехала из Беларуси, снова уезжать, у меня такой принцип, я должна хотя бы месяц быть на месте, а потом только двигаться. Ну, желание было, то всегда конференция — это хорошо. И как-то заезжал ко мне Алексей Логинов и сказал такую фразу: иногда нужно куда-то выезжать, чтобы и отдохнуть, и развеяться, и как-то подкрепиться. Я думаю, все, я еду, я хочу, я еду. Все организовалось, получилось, и вот мы там были. Я думаю, Лера подтвердит, что это было прекрасное время, были хорошие темы, хорошее общение, семинары, общение по группам, и потом вечером, когда мы еще общались, и просто было много хороших откликов, я думаю, что никто не пожалел. Бог благословил дорогу туда и обратно, а обратно получилась такая еще ситуация, что Лера замерзла, она сидела на боковом сидении, и ее пересадили наперед. И она думала, ну сейчас засну. Она, конечно, могла бы сама рассказать лучше. А водитель спросила, вы откуда едете? Она говорит, ну, христианская женская конференция. И, короче, оказался он верующий. И они потом всю дорогу разговаривали, оставшиеся. И, ну, он, так получилось, ситуация сложилась некрасиво. Он отошел от церкви, но с Богом он сказал, что у него хорошие отношения. Его пригласили в это воскресенье в церковь в Клобаново, на Тютюковскую. А мы пригласили его сюда, на Маингова 42, и надеемся, что он не потеряется. Аминь. Слава Богу. Не зря съездили, не зря замерзало. Аллилуйя. Слава Богу. Есть, нет еще у кого-то что-то, какое-то свидетельство? Все, слава Богу, слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Слава тебе, Господь. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Иногда в Писании, читаешь Писание, послания, те же, то, что Христос говорит, и некоторые такие вот советы или призывы, кажется, ну это же и так понятно, это же и чего об этом писать, чего об этом призывать. Это же каждому понятно, но понятно-то понятно, но иногда бывают простые вещи, которые, как мы люди, призваны это исполнять, так относиться, требует неимоверной силы и какого-то подвига души. Вот, например, апостол Павел к римлянам в 12 главе, в 15 стихе пишет так. «Радуйтесь чужой радости, болейте чужой бедой». Ну, это же как бы всем, да, известно. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Радуйтесь чужой радости, болейте, если кто-то в беде какой-то. Вроде бы это, но как бы ясно, понятно. Но разве всегда так получается? Разве всегда так получается у нас, что мы радуемся, когда у кого-то радость? Либо плачем, когда кто-то плачет, хотя у нас нету личного горя, и у нас нету какой-то радости своей. Но мы видим, что кто-то радуется. Иногда получается порадоваться за человека. Иногда, так подумаем еще, ну, еще не вечер. Кто его знает, стоит, нет за это. То есть какие-то разные чувства. И вот апостолы глубоко смотрели в это дело. И они же не писали это ради того, чтобы написать. Радуйтесь с радующимися. Ну, зачем это писать? Значит, была проблема. Значит, была проблема, когда они видели в себе это прежде всего, видели в церкви. Они писали в церковь это, что, дорогие братья и сестры, как у вас с тем, чтобы порадоваться чужой радости?
Как это происходит у вас? Надо ли себя настраивать на это? Или это естественно происходит? Нужно ли в этом направлении подумать, помолиться и попросить у Бога помощи? Господь, почему я не способен порадоваться чужой радости? Почему я не способен порадоваться за того, кто радуется? И почему я не способен погрустить с тем, кто сейчас грустит и плачет, а не просто сказать: ну, что ты плачешь, что ты скорбишь, чего ты такой печальный, все будет нормально. Мы же так говорим. Все будет нормально. А чего нормально? У него сейчас беда, у него сейчас скорбь. Когда-то, конечно, будет нормально. Но сейчас, и вот этот момент, как бы апостолы говорят, не упускайте этот момент. Если кто-то сейчас, вот сейчас в печали, просто попечалься с ним. А не просто говорит: ну, когда такой? Конечно, и он верит, что это не вечно же, эта печаль с ним будет. И мы надеемся, что какая-то печаль и скорбь в конце концов же как-то уляжется, и что-то там исцелит меня. И вот эти вещи иногда кажутся простые вещи, но именно они, эти простые вещи, составляют всю нашу жизнь. Потому что всегда вокруг нас есть те, которые к чему-то радуются, и всегда вокруг нас есть те, кто чему-то печален, о чем-то скорбит, что-то потерял. Всегда. Обычно самое простое, что мы выбираем, это пройти между этими струйками, быть нейтральными. Да? Пройти вот как бы поменьше эмоций, поменьше вот таких вот соприкосновений с этим. Но радуется, слава Богу, печалится, ну, время залечит, а я пройду между этими струйками. Но апостолы говорили: не проходи так мимо. Вот не проходи этой струи. Если вот вдруг это видишь, это тебя будет обогащать. Радость? У тебя нету личной радости. Но ты видишь, кто-то радуется. Самый яркий пример в Библии тому, что как самые близкие люди, близкий человек не мог порадоваться со своим самым близким человеком. Это написано в книге Царств. Вы все эту историю знаете прекрасно. История о том, как царь Давид радовался. Настолько сильно радовался. Настолько сильно радовался, что не заметил, что со стороны это кажется странновато. Настолько сильно радовался, что не заметил, как он выглядит. А кто-то это заметил и не разделил с ним этой радости. История была такая. Вы помните историю, когда самую большую ценность израильского народа захватили филистимляне, ковчег. При Илии, первосвященнике. Филистимляне захватили самую главную ценность – ковчег. Ничего дороже у Израиля не было. И этот ковчег, который приносил благословение Израилю, стал приносить проклятие филистимскому народу. И они уже не знали, что с этим делать. И вот они сказали: отправим на коровах этот ковчег, куда уйдет, туда пускай уйдет. И он ушел в один дом. И вот Давид говорит: ну как это так, как это так? Я здесь царь уже, а ковчег не в скинии. И вот он вознамерился привести ковчег в Иерусалим. И вот когда он вознамерился, сделал все возможное, новую телегу построили, хороших коров выбрали, погрузили ковчег на эту телегу и поехали. И случилась великая трагедия. Они думали, что они сделали все. Лучше невозможно. А закончилось все великой трагедией, смертью. Человека, который стоял рядом, хотел сделать все возможное, чтобы этот ковчег не упал. Когда телега наклонилась, а тогда же не асфальтированная дорога, вы представляете? Что же страна не асфальтированной дороги? Нету асфальтированной дороги. Гурангаран.
Яма на яме. И вот телега наклонилась, ковчег хотел упасть, Озия хотел придержать, и там же и умер. Давид сказал: все, до свидания, я тут не при делах. И увидел ближайший дом, где, может быть, этот, в новом переводе, Авид Едом назван, имя этого хозяина дома, куда в синодале сказано, в синодальном Авидар. И вот он говорит: пускай побудет в доме Авидара этот ковчег. Что-то я не понимаю, что происходит. Почему этот ковчег, который раньше был благословением для всего израильского народа, вдруг с ним что-то случилось, что он стал проклятием для филистимского народа, видимо, что-то случилось с ним, и это проклятие продолжается и для нашего народа. Один из лучших представителей умер только от того, что он прикоснулся к нему. Ковчег все перестал работать. Вместо благословения приносит проклятие, смерть. Не работает. И вот в этой печали он ушел и думал: все, ковчег, секрет ковчега как бы пропал. С нем смысла нету. И вот он сказал Авидару, да, Авиды дому, что пускай этот ковчег будет у тебя. И вот через 3 месяца Давиду говорят: Давид, что мы заметили? Ковчег-то работает. Ковчег не потерял свое благословение. Ковчег не потерял свою силу благословлять. Откуда такая информация? Почему вы, как мне вы докажете, что это так? Он говорит: ковчег у кого оставили? У Авидара. И мы заметили, всего лишь за 3 месяца благосостояние Авидара явно улучшилось. Его дома, его близких и родственников. Ковчег работает. Они явно увидели. Авидар простой был. Товарищ даже, скорее всего, не еврей. Он говорит: а благословение ковчега работает. Весь его дом преобразился. Откуда что пошло? Другой причины нету, как только то, что ковчег находится у него дома. Давид задумался. Давид понял, что ковчег не прекратил приносить благословение своему народу. Он работает. И вот царю сказали, это 12 глава, 2 книга Царств, 6 глава с 12 стиха. 6 глава с 12 стиха. Царю Давиду сказали: Господь благословил домашних Авида дома, то есть Авидара, и все, что у него, из-за ковчега Божьего. Это была важная новость для Давида. Иногда мы так читаем вскользь, всего лишь одно предложение, но это было великое откровение и переживание для Давида. Он вообще не мог понять, что случилось с ковчегом, почему он перестал приносить благословение. И вдруг ему докладывают: нет, ковчег исцелился. Все хорошо. Из-за ковчега у Авидара или Авиды дома все хорошо. Благословение пришло в их дом. Тогда Давид пошел и с радостью перенес Божий ковчег из дома Авиды дома в город Давида. Мы, конечно, пускаем эту историю, что он понял, расспросил священников, как надо нести. Они сделали шесты, и на этих шестах уже они на телегах повезли этот ковчег. Но это уже другая история, не об этом сегодня речь. И вот через каждые 6 шагов. Алексей, сделай 6 шагов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стой. Прошли 6 часов. Что они делают? Через каждые 6 шагов, которые делали несущие ковчег Господа, Давид, приносил в жертву быка и упитанного теленка. 6 шагов. Бык, теленок. 6 шагов. Бык, возвратись.
можешь возвратиться. 6 шагов. И так через каждый, почему 6? Неизвестно, но он так решил. 6 шагов приносит. Вы представляете, да, картину? Очень тяжело это представить. Быка и упитанного теленка зарезать. Это не курица. Это даже не гусь. Это даже не барашек. Бык. Как его зарезать-то? Теленок. Кто тут забивал? Крупнорогатый скот. Это же не быстро. Это же долго. И это же, надо же... Это-то не проблема. У них был и бык, и все. То есть он... И быка. Это сколько мяса. Это сколько телег надо было, чтобы быка принести в жертву. Его быстро, надо же его не оставишь тушу. Его надо было потрошить. Его надо разделать быстро на телегу. Причем бык и теленок упитанный. Сколько мяса, сколько жира и сколько крови. Страшно представить, это вся дорога была кровавая. Еще 6 шагов. И опять. То есть вот пока прошли от стены до стены, 4 животных забили. Это что-то невероятное. Но он это делает. Потому что понимает ценность того, что они несут. И в радости совершает это жертвоприношение. 6 шагов. Бык, упитанный теленок. 6 шагов. Бык, упитанный теленок. Вообще молодцы евреи. Вот умеет народ славить Бога. Приносить так приносить. Правда же? Не какие-то щепотки, а быка и теленка. Аллилуйя. Вот этот народ умел приносить жертвы, умел славить Бога. Через каждые 6 шагов, которые которые делали несущие ковчег Господа, он приносил жертву быка и упитанного теленка. Сам же Давид был одет в льняной ефод. Мы вообще не знаем, что такое. Кто-то знает, что такое ефод? Это передник. Это фактически то же самое, что у хозяек на кухне. Чтобы не забрызгаться, они одевали этот ефод. Передник, просто передник. Знаете, сколько надо жертв? Потом с этим передником шили, умывались, быстренько снимали этот передник, стиранули и дальше. То есть это такой спецодежда для жертвоприношений. Потому что все в крови. И вот Давид сам взялся за это дело, одел этот ефод. Понятное дело, это не до пола, это что-то такое. Передник и есть. Дыра, да? По коме. А было ли что-то под этим ефодом? Как-то ничего не сказано. Сказано просто был ефод на нем, льняной. А что под ним, неизвестно. И что-то было или нет, тоже непонятно. И вот Давид забылся и начал отплясывать. Вы представляете, какие виды там открывались? Это затмило все жертвы. Затмило быков и телят. То, что там люди начали лицезреть. Одетый в льняной ефод, Давид изо всех сил плясал перед Господом. Я не знаю, кто-то способен воспроизвести это. Изо всех сил плясать, только если Николай Александрович. Ты думаешь, корона была на голове? Нет, корону он снял. Невозможно плясать с короной. Просто ефод. И человек пляшет. Царь. И все знают, что это царь. Сильный человек был, не боялся ударить лицом в грязь.
Так он и весь дом Израиля перенесли ковчег Господа с радостными криками под звуки рогов. Когда ковчег Господа вносили в город Давида, Милхола, дочь Саула, поглядела из окна, увидев царя Давида, который прыгал, плясал перед Господом, она уничижила его в своем сердце. А ковчег Господа принесли и поставили на свое место в шатре, который разбил для него Давид. Давид принес Господу жертвы всесожжения и жертвы примирения. Закончив приносить жертвы всесожжения и жертвы примирения, он благословил народ во имя Господа сил. Затем он раздал всему народу, всему множеству израильтян, и мужчинам, и женщинам, по одной лепешке, по куску жареного мяса и по горсти изюма. После этого весь народ разошелся по своим домам. Когда Давид вернулся домой, чтобы благословить своих домашних, Милхола, дочь Саула, вышла встретить его и сказала: «Как отличился сегодня царь Израиля, обнажившись на глазах у рабынь своих слуг, словно какой-то непристойный человек». Давид сказал Милхоле: это было перед Господом, который предпочел меня твоему отцу или кому-либо из его дома. Он поставил меня правителем над Израилем, народом Господа, и я впредь буду веселиться перед Господом. Я стану еще недостойнее и буду еще ничтожнее в собственных глазах. Но те рабыни, о которых ты говорил, будут меня чтить. И у Милхолы, дочери Саула, не было детей до дня ее смерти. Так хорошо день начался. Так все хорошо. Народ радуется. Давид радостный, да нельзя. Приносит столько вроде бы урона, столько животных зарезали. У Лены сердце обливается. Зачем такие траты? Куда такие траты? Во имя чего? Давид знал, куда это мясо уйдет. Когда все сделали, ковчег встал на место, он говорит: народ, подходи. Священники, нарезайте мясо. И вот нарезают. Как вчера, вдруг мне принесли кусок мяса. Кто-то в жертву принес. Сказал: вот, это кусочек пастору будет. Такое вкусное мясо. И вот он говорит: народ, подходи. Хлебушек тебе, мясо тебе и изюм тебе. Каждый человек пошел домой с этим благословением. Каждый принес домой хлеб, мясо и изюм. Сегодня у нас ужин состоится. А это великое дело, мясо принести на ужин, правда же? Хлеб. Это не то, что сейчас пошел в пятерочку и купил. И вот каждому досталось от этой радости. Это то же самое в церкви. Каждому должно достаться что-то. Когда ты идешь домой, возьми с собой эту пищу. Не иди домой пустой. Каждый там. И там очень важно было сказано и мужчине, и женщине. То есть в этом празднике участвовали не только мужчины, но и женщины. И всем им досталось. Каждому. Когда все это закончилось, Давид тоже идет домой, чтобы благословить, сказано, домашних. У него тоже в руках что-то есть. Не с пустыми руками. И он ожидает, что домашние скажут: какой сегодня прекрасный день. Давид, этот день надо сделать красным днем календаря. Пускай всегда, каждый год народ отмечает возвращение ковчега в Израиль. Я думаю, он ждал этого. Потому что он переполнен был чувствами. Просто из него это изливалось. И что он слышит? Фу. Ай-яй-яй, как нехорошо. Как ты выглядел? Все видели то, что вижу только я. Как тебе не стыдно? Это говорит и жена царю. Это говорит жена мужу.
Это говорит дочь царя предыдущего. То есть фактически все ее положение царственное должно было говорить о том, что она должна быть как истинная царица, она дочь царя, жена царя. И она должна понять весь этот момент, что сейчас произошло в народе, какое единение, какая радость после всего того, что они видели с этим ковчегом, после всей трагедии, что случилось с ковчегом, после того, когда казалось, что ковчег все прекратил приносить благословение. И иногда мы тоже кричим: все, караул, все пропало, все пропало. И вдруг хорошие новости. Ковчег благословляет дальше. То есть жизнь продолжается, жизнь налаживается. Все, слава Богу. Но нет, кто-то найдется всегда, который скажет: ай-яй-яй. Вот скажите, в этой истории кто вам больше нравится, Давид или Милхола? Обои? Нормально. Водянин. Так, давайте проголосуем. Кому по сердцу поведение Милхолы? Поднимите руки. Единогласное согласие. А кому по сердцу то, как себя вел Давид? Точно, да? А чего же вы себя не ведете-то, как Давид? Мы же поем. Когда Дух Господень наполняет меня. Я что я делаю? Я танцую, как Давид. И когда, и где, и каким образом мы так танцуем. То есть желание есть, но что-то сдерживает. Желание есть восславить Господа так, чтобы вообще каблуки отлетели. А жалко каблуков. И вроде бы мы понимаем, Милхола неправильно поступила. И Давид, молодец, царь, а не побоялся так себя вести. Но в жизни мы чаще всего ведем себя, ну скажем уж честно, как Милхолы. Нам очень не нравится, когда на улице молодые люди радуются чему-то. Мы говорим: да хорош уже. Спать не дают. Нам очень не нравится, как новое поколение как-то по-другому проявляет свою радость, нежели мы в своем детстве. Мы говорим: а мы не так. Нам очень не нравится, когда наши дети как-то по-другому проявляют свои эмоции, чем мы. Мы большей частью в жизни похожи больше на Милхолу, чем на Давида. Вот так получается. Поэтому слова апостолов «радуйтесь с радующимися» оказывается не такая уже легкая штука. Это не само собой, разумеется. Это не то, что само собой получается у нас. Это не то, что, конечно же, а как иначе? Но когда иногда мы так читаем, думаем: ну, конечно, как? Но не всегда мы за себя это замечаем, что кто-то радуется, а мы говорим: да сколько можно? Мы говорим: ну, надо иметь какие-то границы. Мы говорим: ну, как-то по-другому надо. И не можем порадоваться. Ищем 150 причин, чтобы не порадоваться и осудить. Или как-то вот сделать фи себе самому и не заметить это. В церкви поэтому так много грустных людей, когда мы не можем порадоваться с других. Более того, рассказать о своей радости, потому что думаем, что если я расскажу о своей радости, люди скажут: ну и что тут такого? Похлеще видели. И вот это вот заранее мы знаем, что не встречу я вот такого вот с радостью вместе со мной, сдерживает нас порадоваться вместе. Поэтому простая штука. Радуйся с тем, кто радуется, не так и просто, оказывается, исполнить в своей жизни. Что мешало Милхоле пойти с Давидом вместе?
Там сказано, там были и мужчины, и женщины. Она не могла сказать, ну это праздник мужской. Там столько кровища, что я там женщина буду делать? Более того, я царица. Но там сказано, были и мужчины, и женщины. Там не было запрета. Женщины не должно быть на этом празднике. Она могла там быть? Конечно, могла. Давид рассказал ей, куда он собрался с утра? Думаю, что да. Давид рассказал, как они это будут нести ковчег. И что-то Милхоле не понравилось в этом проекте, в этом плане. Что-то не понравилось, и она осталась дома. Хотя царица должна быть там, где царь. Жена должна быть там, где муж. Там, где муж празднует, там должна быть жена. Хотя бы смотреть, чтобы он не нахлестался. Правда же? Идите, сами вы там. А потом со сковородкой жду двери. Это нехорошо. И Милхола то же самое. Она осталась дома и подглядывает. То есть она не на празднике жизни, но она наблюдает сверху, что там происходит. И наблюдает своего мужа, который отплясывает. И наблюдает, говорит, фу, как это так? Перед рабынями. Рабыни видят то, что только я могу видеть. Что там из-под ефода торчит? Что там? Ужас какой. И она, там вот, представляете состояние? Там радость, а здесь скребет ее. И она ждет, не дождется, когда Давид придет, чтобы ему сказать с порога, язвительно, ой, как себя вел царь Израиля. То есть, простая штука. Это не могло быть совсем по-другому. Милхола совсем по-другому могла отреагировать, совсем по-другому могла жить. Но чем все это заканчивается? У людей, не способных радоваться с радующимися, не будет никакой радости. Да? С чем заканчивается история? Милхола была лишена радости быть мамой. Милхола была лишена радости наблюдать за своими детьми. Милхола была лишена радости порадоваться вместе со своими детьми. Почему? Потому что она отказалась радоваться с радующимися. Только и всего. Если бы же она порадовалась, я думаю, у нее было много детей. А так ничего. Она лишила себя радости личной. Сказано, женщина рожает в тяжких муках. Но когда родит, радости нет предела. И она этого была лишена. Вроде бы простая вещь. Вроде бы мы должны, заострять. Но вот Писание всегда, во всякое время, вроде бы простые вещи нам говорит. И нам кажется, что это само собой. Но это не само собой. Что-то сделала Милхола, чтобы порадоваться? Ничего. Ничего. А Давид? Много чего. Спланировал, организовал, обеспечил, сам участвовал активно, не смотрел со стороны, сам отплясывал, а одел ефоды, что значит, сам принимал участие в жертвоприношениях. И сам был в радости. Оказывается, радоваться с радостью – это не так-то и просто. Здесь надо приложить внутренние какие-то ресурсы. То есть понять, почему человек радуется и сказать, какая радость для меня сегодня, порадоваться с этим радующимся человеком. То есть, оказывается, это не так просто и само собой не получается. Никогда ничего. Поэтому, когда люди говорят, не о чем радоваться, чему радоваться? Война идет. Чему радоваться? Пенсия маленькая.
Чему радоваться? Работы нет. Чему радоваться? В церкви одно занудство. Чему радоваться? Нечему. Ну, найди хоть одного человека, который почему-то радуется сегодня. Если у тебя нет радости, это не значит, что ты не можешь радоваться. Там же сказано, радуйся с радующимися. У кого радость? Если у тебя нет радости, это не значит, что ты не можешь радоваться. Если мы... Давайте проведем этот эксперимент. Ну, найдем того человека, кто радуется. Но изыщем мы его, порадуемся с ним. И результатом будет то, что в нашей жизни будут поводы порадоваться чему-то. Плод будет от этого. Мы не будем бесплодные. Аминь. Простая вещь, но оказывается без Божьего вмешательства, без внутреннего какого-то вот напряжения, труда, изыскания ресурсов не бывает радости. Я думаю, это вот вещь, которая нам и христианам важна, и вообще нашей стране очень важна. Умение радоваться с тем, у кого есть повод порадоваться. Не у меня нет, а ты радуешься. Слава Богу за тебя. Аминь. Ничего духовного, ничего сверхъестественного, ни грома, ни молний. Но апостол пишет об этом, Христос об этом говорит, апостол пишет об этом. Мы же хотим писать всегда о каких-то великих делах, посвидетельствуя о великих делах Божьих. А он пишет, порадуйся с тем, кто радуется. Попечалься с тем, у кого печаль. Господи Боже, научи нас. Не то, что научи, а дай нам вот это вот желание радоваться с теми, у кого радость. Просто желание дай. Господи Боже мой, не хотим быть как Мелхола, но чаще всего так и получается. Не хотим смотреть на кого-то свысока, но чаще всего так и получается. Не хотим кого-то уничижать, но чаще всего так и получается. Значит, надо поработать. Есть над чем работать в своей жизни. Аминь. Но кляться мы не будем, что завтрашнего дня, как только увижу радующегося человека, возьму его за шкирку и скажу, скажи, почему ты радуешься, я хочу с тобой порадоваться. Не будем мы этого делать, но давайте замечать за собой эту вещь. Насколько я способен порадоваться с человеком, у кого радость. Насколько я способен не уничижить в этот момент. Не сказать, что эта радость недостойна того, чтобы о ней вот так вот радоваться. Ну что это такое? Нет, в этом нет ничего такого. 3 копейки нашел, ну и еще какая радость. Вот начнем себя ловить на эти моменты. Не проходить между вот этими струйками. У кого что, но это меня не касается, это меня не касается, это их печаль, это их радость, это меня не касается. Господи, когда у меня будет радость, повод для радости, вот тогда я порадуюсь и буду плясать. Не будем проходить между этими струйками, а будем соприкасаться с теми, у кого есть о чем сегодня, как выразить свою радость. Больше-то не надо, оказывается, иногда, чтобы что-то преобразования начали происходить в нашей жизни. Как дела? Ну, так себе. Нормально. Мы знаем, как мы отвечать на этот вопрос. Как дела? Нормально. А Орва удивлялся. Русский говорит, что не спрашивает. Как дела? Как дела? Что это значит? Хорошо или плохо? Что это такое? Спрашивал он. Как расшифровать? Как дела?
Они были в шоке полном. Что это значит? И здесь вот тоже важно. Если тебя спрашивают, как дела, может быть, кто-то просто спрашивает. Но ты это просто спрашивание преврати в то, чтобы он порадовался. Сказал, мне все классно. Вот смотрите, мы иногда, у нас есть дети, да, у кого-то, скажем, ребенок не в церкви. Он жив, здоров, все с ним хорошо. Но мы больше печалимся, чем радуемся. Все-таки, может быть, стоит порадоваться, что ребенок есть, что он здоров, что он дома ли, что он учится ли, либо работает ли. То есть у нас больше всегда поводов порадоваться, нежели попечалиться. Но мы же говорим, что ребенок есть, здоров, слава Богу, кушает за троих, учится хорошо, но не с Господом. Как будто все аннулируем, всю радость. Но если Писание говорит о малом радоваться научимся, то и больше увидим. Когда мы увидим, слава Богу, Господь, у меня есть сын или дочь. Слава Богу, Господь, они в здравии. Слава Богу, они учатся. Слава Богу, они работают. И Господь по своей великой милости, Ты дашь им эту великую радость пережить спасение. Может быть, тогда мы увидим плоды. Но когда мы как бы все это как бы, так оно и должно быть, а вот он еще не в спасении, мы не радуемся. То же самое за супругов или за супруг. Слава Богу, есть муж, слава Богу, он жив-здоров, или жена. Мы можем об этом радоваться? Мы же говорим, это и само собой. Но когда вдруг его не стало, либо он заболел, мы говорим караул. А почему мы не говорили, слава Богу, что он есть, слава Богу, что он жив, слава Богу, что он здоров? Либо же поколение молодых людей, мы не радуемся, что в церкви они есть. Думаем, есть и есть, куда они денутся? Но слава Богу, что они есть, слава Богу, что они слушают Слово Божье, слава Богу, что они могут служить. Нет, они не так себя ведут, как мы раньше. То есть нивелируем всякий успех, всякий повод радости печалью, как бы негативом. Поэтому и не находим возможность порадоваться. Потому что сами не видим этой возможности. Слава Богу за то, что у меня есть. Почки работают, печень работает, мозги в порядке. Слава Богу. Аминь. Спросите у пожилых людей, что это значит не чувствовать свой орган? Великая радость, когда ты живешь и не чувствуешь. Ни сердце не слышишь, ни почки, ни печень, ни легкие. Не слышишь, то есть, значит, все четко, ты даже не обращаешь внимания. Но приходит время, ты прямо ощущаешь, где твои почки, когда никогда в жизни их не знал. Ты вдруг начинаешь ощущать, где твоя печень, хотя ты никогда это не знал. Почему ты начинаешь? Значит, что-то с ними не в порядке. Ты никогда не знал, где у тебя поясница, как родители говорили в детстве нам, когда мы говорили, ой, коска и муджис. В смысле, поясница устала. Он говорит, где твоя поясница? Нам казалось, вот это номер. И в детстве ты не чувствуешь этого. Но когда начинаешь чувствовать, ты понимаешь, лучше бы я не чувствовал. И бы не знал до сегодняшнего дня, где мое сердце, слева или справа, и где мои почки, и где моя печень. Аминь? И тогда мы говорим, Господи, благослови меня исцелением. Где же ты был? Чтобы сказать, Господи, спасибо Тебе, я не чувствую своих органов, они все в порядке. Аминь? Скажите, у нас есть повод радоваться? А скажите, у нас есть возможность порадоваться с теми, кто радуется? Ну, конечно, есть. Почему же мы как мелхолы? Господи, мы хотим быть как Давиды. Иногда стрёмно со стороны, конечно, все это. Но тебе понравилось, Бог. Он сказал, я плясал. Для кого? Для Него. Я для Него это все выделывал. И Он меня не наказал. И Он меня не поразил. Он принял все жертвы, которые я приносил.
Вот такие вот дети Божии. Иногда апостол Павел говорит, мы безумны. Ради чего? Ради Христа. Христа ради. Вообще безумие какое-то. Зачем тебе кормить этих людей? Люди спрашивают. Иди кушай сама сладко. Безумное. Зачем тебе это все надо? Люди спрашивают. Это великая радость. Нет больше радости, Иоанн говорит. Нету больше радости, когда видит, что у человека все в порядке. Пишет он, третье послание, говорит, слушай, старец, я так рад, что у тебя все в порядке. Я хочу, чтобы старцу, говорит, он понимает, сам старец, я хочу, как с твоей душой все в порядке, так и с телом твоим, чтобы было все в порядке. Господь, да пускай благословит. Он очень этого хочет. Потому что старец уже старец, он уже чувствует, где что у него. Но с душой все в порядке. Аминь. Что еще из этой темы вытянешь? Ничего больше. Что с Мелхолы возьмешь? Ничего. Жалко женщину. Такое положение и такая печаль. Так много поводов порадоваться, и не нашла ни одного. Очень жалко этой женщины. Господи, благослови ее. Встанем на ноги наши. Вы вообще рады за меня? У меня получилось. Порадуйтесь за меня, скажите, слава Богу, у него получилось 2 слова связать. В кои-то веки. Аллилуйя. И я рад за вас. Рад, что вы спасенные. Рад, что у вас все хорошо. Рад, что вы живы, здоровы. Рад, что у вас есть надежда, которая никогда не подведет вас. Аминь. Отец наш Небесный, спасибо Тебе, что Ты дал нам способность радоваться. И Ты, Господь, много раз об этом упоминаешь в Писании. Ты говоришь, всегда радуйтесь, непрестанно радуйтесь, радуйтесь, у кого есть радость. То есть как часто для Тебя это важно? Сказано, что Ты радуешься, когда Ты видишь, что Ты, Иисус, сделал для нашего спасения. Ты с удовольствием на это смотришь, с радостью. Ты говоришь, что ангелы имеют способность радоваться. Радуются за нас, за то, что мы спасенные, что мы покаялись. Они радуются нашей радостью, радуются за нас. Иногда, я так подозреваю, они сильнее радуются, чем мы сами себе. Спасибо Тебе, Господь, что так часто Ты говоришь о радости. Но мы так мало ее видим. Поэтому, Господь, мы хотим, чтобы эта радость не была просто что-то нами самими произведена, а чтобы она была радостью, как помазанием Духа Святого. Мы просим Тебя, Господь, пускай снисходит на нас эта небесная радость. Пускай сходит на нас радость ангелов. Пускай сходит на нас радость Духа Святого. Мы нуждаемся в этом, Господь. Мы вот читаем, и мы так чаще похожи на Мелхолу, чем на Давида. А почему эта разница была? На Давиде было Твое помазание. Ты помазал его, поэтому у него была радость. А Мелхола не была помазана Твоей радостью и не могла радоваться. Господь, поэтому мы хотим радоваться Твоей радостью, радоваться из Твоего помазания, радоваться от того, что Ты накрываешь нас во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за это, Боже мой. Небеса радуются. И Ты говоришь, да будет на земле, как и на небе. Пускай эта радость небесная будет и здесь, в церкви. Пускай она будет в нашем сердце, в нашей душе, во имя Иисуса Христа, Господь. Накрывай нас своей радостью. Наполняй нас своей радостью, Дух Святой. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Мы действительно, что пели, когда Дух Господень наполняет меня, я радуюсь, как Давид. Дух Святой, наполняй во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя.
Господь да наполняет вас, где бы вы ни были. В храме ли, дома ли. Ну, где вы бы ни были. С Богом! Сегодня сильно благословите кого-то радостью и будьте благословенны во всякое время. Аминь.